Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу интересные места в префектуре Тоттори. Мы снова отправляемся в район Чугуку, а именно префектуру Тоттори, которая находится по соседству с префектурой Хиросима. Кстати, гляньте, если еще не смотрели видео о нашей поездке в Хиросиму. Префектура Тоттори одна из самых маленьких по площади, а по населению занимает вообще последнее место. В тот день мы хоть и проезжали через город Тоттори, но главную достопримечательность города, да и всей префектуры, песчаные дюны, мы не посетили, так как за последние 2 года я был там уже 3 раза. Ну и хотелось посмотреть новые места. Поэтому сначала мы остановились в поселке Юрихама на берегу небольшого озера Того. Этот сад был открыт 25 лет назад как символ дружбы японской префектуры Тоттори и китайской провинции Хэбэй. А дружба эта зародилась благодаря лидерству этих регионов в своих странах по выращиванию чего? Чего? Правильно. Груш. В принципе, если вы не в теме и не особо отличаете Японию, Китай, Корею, то, наверное, это вас не сильно впечатлит, как меня, потому что моя история с Японией началась именно в Китае. И здесь на меня налетают такие приятные чувства ностальгии. Вот такой вот китайский сад. Небольшой, уютный. Особенно во время пандемии, когда тут нет самих китайцев. Но только ради него приезжать сюда, наверное, не стоит. Из крупных городов довольно долго и дорого добираться. А вот если он вам по пути, то остановиться, размять ноги и на час оказаться в другой стране очень даже не вредно. Юрка, возьми Аньку за руку. Ну вот мы наконец и доехали. Фудзи! Я знал, что вас нельзя провести. Да, это не Фудзи, это Дайсен. Если
переводить дословно иероглифы, то большая гора, на самом деле она совсем небольшая, но очень красивая. Дайсен похожа на Фудзияму, потому что это тоже вулканическая гора. Но такой вид имеет только западная ее часть. С востока, откуда мы направлялись, Дайсен была прикрыта скоплением других гор. Совсем не Фудзияма, да? Покинув китайский сад, мы проехали 50 километров вдоль побережья Японского моря и остановились в поселке Хокки, возле музея фотографии Шоджи Уэда. Вот он, кстати. Выбор места для музея понятен, с таким-то видом. Это молочная ферма у самого подножия горы. Летом тут пасутся коровы, а зимой чьи-то дети. А сейчас мы находимся в городе Йонаго. Да, и это, кстати, не замок, это точная копия, ну как точная, я оригинала не видел. В общем, копия древнего замка, который когда-то был здесь, в городе. А это сейчас магазин сладостей. И не только. Да, в виде замка. Пойдемте посмотрим, что там. А внутри меня, если честно, ждало разочарование. Да, мы не поднимались на обзорную площадку замка, не смотрели на процесс производства сладостей, ходили только по магазину. И магазин оказался ни о чем. Очень маленькое количество товаров, почти никаких исторических декораций, в общем, ничего особенного. Но без конфет мы все равно не ушли. Заключительной точкой нашей поездки был город Сакаи-Минато. В порт именно этого города приходит паром из Владивостока. Так что если вы прибудете в Японию морским путем, не спешите бежать в аэропорт или на вокзал. Здесь тоже есть что посмотреть.
Большой мост Эшима. Настоящие американские горки, не правда? Находится он на границе двух префектур, Тотори и Шимане. Вот. И сюда приезжает очень много туристов просто посмотреть на это чудо инженерии. Так давайте мы посмотрим тоже, в самом деле ли это американские горки или обман зрения. К мосту мы добрались за несколько минут до заката, и просто не было времени искать идеальный ракурс. В интернете можно найти много фоток, где мост действительно крут. Кстати, очень символично. Природа, точнее, на ее фоне деревообработка, ну а тут типа экология. Да, все сразу, ассорти. Ну вот это вот такие виды. Не Супер 8, конечно, но для Инстаграма пойдет. В общем, будем считать, что мы поднялись. Смысл вы поняли. Снизу выглядит впечатляюще. Вот такой вот мостик. Его длина чуть меньше 2 километров, а высота почти 45 метров. К сожалению, в Японии темнеет рано, и мы не все успели посетить. Несмотря на то, что префектура небольшая, интересных мест немало. Так что советую. Если понравилось это видео, палец вверх. Если нет, то напишите, что именно. Дзынькните в колокольчик и поделитесь со своими друзьями. Спасибо. Ну а пока.